Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Продолжаем обсуждать ситуацию на Украине. Гость студии сегодня Андрей Николаев, председатель мандатной и регламентной комиссии Госсобрания Илтумен Республики. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Реальна ли угроза со стороны Украины и НАТО? По моему мнению, что если Украина заявляет, что хочет вступить в НАТО, и то, что еще 19 февраля президент Украины Зеленский в Германии объявил, что они собираются создать ядерное оружие, и то, что Украина находится во власти националистов, я думаю, что эта угроза более чем реальна. Ну, если даже посмотреть на историю, то НАТО обычно в 1999 году Белград разбомбила столицу Югославии, и этой страны уже больше нет. Также она сделала такие же действия с Ираком, Ливией, Сирией. Ну, все это видно, и это реальная угроза. Почему ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов и националистов? Ну, это для них очень выгодно, и они как бы этот метод всегда использовали. Начиналось еще до Майдана, и Майдан, как вы знаете, был полностью сделан националистами, их очень большое количество. Например, там существуют такие националистические организации, как Трезуб, УНА, УНСО, также Правый сектор, Братство Курчинского, Мизантропик Division, даже международная компания есть, и еще также другие есть. Ну, как бы они, скорее всего, финансово их поддерживают, и сделав Майдан, они решили теперь дальше продолжить уже в НАТО, чтобы Украина вошла, и уже быть прямой угрозой для нашей страны. Какова цель действий России на Украине? Как заявил наш президент Путин Владимир Владимирович, это денацификация и демилитаризация Украины. Это означает, что все вот эти 5 вышеназванных националистических движений должны быть там уничтожены и убраны с Украины. И Украина должна уже сама решать, как дальше жить. И демилитаризация. Демилитаризация – это уничтожение всех военных объектов, и чтобы у них не было вооружений, угрожающих нашей стране. Андрей Юрьевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Гостем сегодняшней программы был Андрей Николаев, председатель мандатной и регламентной комиссии Госсобрания Илтумен Республики. Оставайтесь с нами.